давай. Не нужна сила, четкость нужна. Юные футболисты Ингушетии отрабатывают игру с мячом в паре. Сегодня никаких матчей, только тренировка. Каждый прием сначала показывают именитые футболисты, а дальше их повторяют младшие. Ножки полусогнуты, ребят, ножки полусогнуты. Не на прямых стоим. Молодцы, получается. На другой части стадиона девятикратный чемпион России по футболу Дмитрий Ананко учит детей, как чувствовать мяч. Для этого в помощь специальные желтые конусы. Задача пройти между каждым из них, а на финише отдать пас. Вроде все получается. В первую очередь хочется отметить, что ребята достаточно подготовлены и обучены. Вот мы решили на сегодняшнем мастер-классе именно уделить внимание на индивидуальной технике. То есть футбол — это не беготня прежде всего, да, потому что объясняешь ребятам, та же передача — это язык футбола. Ну и плюс, насколько будет стопа ласкать мяч, так назовем, настолько они будут прибавлять в технике. Футбол, как известно, игра командная, а значит, игрокам нужно понимать друг друга. И этому учат на мастер-классе. Выполняют все упражнения с удовольствием и видят, что это им поможет в будущем стать хорошими футболистами. Это радует. И дисциплина, конечно, нужно отметить у вас на высшем уровне. Это было очень хорошо, круто. Мне понравилось. Пока на одной части стадиона учат, как забивать мячи в ворота соперников, на другой же, как защищать свои. Наставник — олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников. Я узнал, например, как нужно стоять в позиции вратаря, когда будет прострел с угла. Например, при выходе 1 на 1. Еще при выходах из ворот. И что, было интересно тебе? Очень интересно. На мастер-класс съехались все ведущие футбольные школы региона. Здесь воспитанники школ Магомеда Аздоева, Зелимхана Бакаева, республиканской команды «Ангуш», а также филиала Академии Московского «Спартака». Сперва был акцент сделан на хоккей, то есть пригласили команду «Забей» по хоккею, и к нам приехали олимпийские чемпионы СССР, сборная команды СССР. Ну и мы не хотели упустить такую возможность, и именно вот этих именитых футболистов, чтобы они показали мастер-класс для наших детей, чтобы наши дети почувствовали ту энергию, которая исходит из таких именитых футболистов. Всего в мастер-классе принимают участие около 100 юных футболистов, более 20 из Академии Московского «Спартака». Филиал открыт в республике около 3 месяцев назад, но уже успел набрать порядка 600 учеников в 10 группах от 3 до 16 лет. Для меня это был самый идеальный вариант. Спасибо организаторам. Привезли сюда наших доблестных ветеранов, не только «Спартака» Москва, но и всей нашей страны. И за это огромное спасибо. Мне самому было очень приятно увидеть тех моих кумиров детства, которых я еще недавно смотрел по телевизору, сегодня мог лицезреть воочию. Мастер-классом спортивный праздник на стадионе Дьякова в Сунже не закончился. Сразу после здесь состоялся товарищеский матч между командой «Забей» и ветеранами футбола республики. На поле вышли такие звезды ингушского футбола, как Исам Архиев, Тимур Зангиев. Сыграли также и вице-премьер Михаил Елезов и министр экологии Магомед Евлоев. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.